Завершается 2019 год. Декабрь – традиционное время подведения итогов. Для Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля это время тоже было очень плодотворным. С коллективом встретились депутат Государственной Думы Николай Малов, депутат Госсовета Юрий Зорин и заместитель министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Елена Чернова. На встрече директор театра Елена Николаева рассказала о том, каким был уходящий год. Год у нас был насыщенный. Здесь проходили и встречи, и мастер-классы, и премьеры, но, естественно, капитальный ремонт. В этом году мы сделали много, отремонтировали в театре все практически. И о будущем, потому что в 2020 году не маленькие планы, даже больше, наверное. Опять-таки наши встречи, премьеры, новые идеи, новые режиссеры и художники. Поэтому я думаю, что сегодняшняя встреча пройдет вот в таком русле. В 2019 году в стенах ТЮЗа прошел масштабный театральный форум, который объединил талантливых актеров и режиссеров из разных регионов страны. Ведь самая главная цель – это радовать маленьких зрителей и их родителей, создавать атмосферу сказки. И останавливаться на достигнутом коллектив театра не собирается. В 2020 году «Дружная семья» пополнится новыми артистами, а публику ждут новые интересные постановки. У нас план на 2020 год уже сверстан. Мы будем показывать 7 спектаклей, ставить будем 7 спектаклей, из них 4 спектакля на чувашском языке. Поэтому я думаю, что мы не обидим и чувашскую аудиторию, и русскую аудиторию. Ждем всех к нам в гости. Не так давно театр обрел свой собственный дом. И теперь здесь хочется творить и работать, рассказали на встрече артисты. Деньги на ремонт здания были выделены и освоены в полном объеме. У нас, у республики, у нашей столицы были проблемы в свое время с этим зданием, с кинотеатром. Вопросы возникали, на чей баланс перевести. И посмотрите, насколько удачно было принято решение руководством республики в рамках государственной поддержки. Сегодня здесь разместился театр юного зрителя. Мы максимально использовали поддержку федерального бюджета, свою долю республиканского бюджета вложили. Почти 100 миллионов, если быть точнее, это 90 где-то миллионов. Но сегодня, общаясь вот и с директором, и с трудовым коллективом, настолько приятно видеть, что их творческий потенциал на этом не останавливается. Сегодня есть возможность, опираясь на государственную поддержку в рамках национального проекта культуры и партийного проекта «Театры малых и больших городов». Конечно, у нас есть возможность осуществить их желания за счет пристроя, потому что площадей на самом деле не хватает. Ну и сегодня, конечно, отрадно и приятно, что наши дети нашли то место, как мной было уже сказано, свой храм, храм искусства, где сбываются мечты, желания. Теперь в театре есть и уютный танцевальный зал, и место, где можно проводить различные мастер-классы и творческие встречи. Этот театр юного зрителя, он преобразился. Я помню, как все начиналось, в каком состоянии был театр и в каком состоянии находится на данный момент. Это земля и небо. Привлекли мы сюда почти 48 миллионов федеральных денег на капитальный ремонт, на благоустройство, потом на декорации, и на спектакли, на сценарий, на режиссуру. Также от «Единой России» по проекту «Культура малой Родины» мы получили сюда и вложили 28 миллионов рублей на все, для того, чтобы театр юного зрителя выглядел именно так, как сейчас он находится, в каком состоянии он сейчас находится. Конечно, немного жаль, что год театра подходит к концу. Но следующий год, несомненно, должен открыть новую яркую страницу в истории Чувашского театра юного зрителя. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.